Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В этом году увеличены соцвыплаты по двум видам пособий по беременности и родам по временной нетрудоспособности. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов временно приостановлена. Новая порода абхазского голубя, гривастый чернохвостый голубь, заняла призовое место на международной выставке голубей в Москве. В целях обеспечения энергетической безопасности Абхазии и повышения эффективности деятельности Черноморэнерго распоряжением исполняющего обязанности президента Валерия Бганба Министерству энергетики и транспорта поручено организовать финансовый и технический аудит РУП Черноморэнерго. Оценить рыночную стоимость недвижимого имущества предприятия, а также недвижимого имущества, относящегося к электроэнергетической системе, не состоящего на балансе Черноморэнерго. Обеспечить постановку на баланс Черноморэнерго ранее неучтенные объекты недвижимого имущества, включая малые ГЭС и высоковольтные линии, находящиеся на территории Республики Абхазия. Завершить работу по выявлению незаконно установленных трансформаторов, определить технические условия их присоединения к электрическим сетям. О реализации настоящего распоряжения исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта, а также генеральный директор Черноморэнерго должны информировать Кабинет министров республики на постоянной основе. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил Министерству иностранных дел Абхазии разобраться в связи с появившейся информацией о лишении гражданства Российской Федерации депутата парламента Кана Кварджа и общественного деятеля Ливана Мика. В этом году Фонд социального страхования и охраны труда увеличил соцвыплаты на 50% по двум видам пособий – по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Насколько увеличены выплаты, узнавала Алика Трапш. С 1 января текущего года Фонд социального страхования и охраны труда увеличил соцвыплаты на 50% по двум видам пособий – по беременности и родам и по временной нетрудоспособности. Ранее по беременности и родам выплачивали 20 192 рубля. Теперь будут выплачивать 30 300 рублей. Если максимальный размер пособия по нетрудоспособности ранее составлял 15 110 рублей, то сейчас его увеличили на 7 тысяч. Конечно, в условиях нынешнего положения экономического, в условиях инфляции, это небольшая подмога нашим гражданам, тем, кто будет пользоваться социальными пособиями. Но мы, насколько могли, в данную статью увеличили. Есть пожелание, что по результатам первого квартала мы уже последние 3-4 года постоянно производим повышение социальных выплат. И очень надеемся, что если результаты работы нам позволят, эта сумма будет пересматриваться. Стоит отметить, что выплаты пособий происходят по мере запроса от организации страхователей, то есть выплаты по беременности и родам и по временной нетрудоспособности получают работающие граждане, чьи организации являются страхователями. В прошлом году около 500 человек получили выплату по беременности и родам, а по временной нетрудоспособности 1100 человек. По временной нетрудоспособности 21 миллионов 940 тысяч рублей, по беременности и родам запланировано 43 миллиона рублей. Есть такое пособие, как женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Данный размер пособия невелик – 500 тысяч рублей. При рождении ребенка 35 миллионов рублей запланировано. По уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет запланировано 40 миллионов рублей. Мы выплачиваем пособие на погребение для работающих людей, когда происходит какая-то авария или работающий гражданин, если умирает, тоже размер данного пособия составляет 6 тысяч рублей. У нас в планах после пересмотра работы за первый квартал увеличение вот этих нескольких пособий тоже значительно. Ну, на санаторно-курортное лечение
всех это интересует статья, в 2025 году запланировано 23 миллиона рублей. Увеличить соцвыплаты на 50% на отдельные виды пособий удалось за счет увеличения доходной части бюджета на 2025 год. За последние 3-4 года вдвое увеличился бюджет фонда. Планируемая сумма бюджета фонда в текущем году составляет 232 миллиона рублей. Они выплачивают с фонда заработной платы страховые взносы в фонд. И, соответственно, все эти деньги, страховые взносы, которые выплачиваются всеми организациями на территории Республики Абхазия, аккумулируются у нас в фонде, и, соответственно, потом мы распределяем на такие социальные пособия. Ко второй категории – это люди, которые работающие граждане, в те моменты, когда они уходят на больничный, заболевают, там все абсолютно диагнозы, они идут, чтобы им компенсировать их время болезни, оформляются в организации пособия по временной нетрудоспособности. Вот это пособие мы выплачиваем. Увеличение выплат по рождаемости в первом квартале этого года не рассматривается. Решение об этом будет принято на основе анализа рождаемости и расходов фонда. По словам Ирмы Чантурия, при увеличении поступления в доходную часть бюджета фонда планируется и увеличение отдельных видов пособий. Алика Трапшира Мукамки, Абхазское телевидение. Сотрудники Галского РОВД установили и задержали гражданина, который своим поведением вызвал опасения у педагогов и родителей районных школ, сообщает пресс-служба МВД. Им оказался Джабу Алаша Рамзеевич, 1974 года рождения, проживающий в селе Печора Галского района. По словам Джабуа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, следуя из Сухума в город Гал, он вышел в поселке Дранда и стал вступать в контакт с подростками, навязывая им свое общение. Цель своих действий гражданин объяснить не смог. Алаша Джабуа доставили в республиканскую специализированную психиатрическую больницу. Ранее в абхазском сегменте сети интернет распространялась информация о неадекватных действиях неизвестного мужчины вблизи учебных заведений. Выдача водительских удостоверений и проведение экзаменов временно приостановлена по техническим причинам. На устранение поломки одной из деталей в сервере необходимо около месяца, сообщил начальник управления госавтоинспекции Дамей Авицба. Последний экзамен был проведен 25 декабря. Граждане, которые ранее прошли теоретические испытания, могут сдать практический экзамен по вождению. При этом замена просроченных водительских прав осуществляется в прежнем режиме. Последний экзамен был 25 декабря 2024 года. Следующий экзамен должен был быть у нас в январе 21 числа. В тот день автошкола «Светофор», которая находится в городе Сухом, пришли к нам на сдачу экзамена все студенты, которые ранее сдавали в автошколе. Мы завели в класс первую группу, и при подключении компьютеров для приема экзамена у нас возникли технические проблемы. Мы связались с Министерством внутренних дел, отдел, который обеспечивает техническое оснащение. Они приехали к нам, здесь на месте осмотрели всю технику. В итоге проблема оказалась в МВД, где непосредственно стоит сервер. Там, сейчас я вам сказать не могу, как эта деталь называется. Ее заказали в России, ждать ее где-то месяц-полтора. Как только привезут, мы восстановим свою технику и как запустим всю работу, мы все автошколы заранее будем уведомлять и начнем прием экзаменов. Что касается обмен прав у тех людей, у которых срок заканчивается или по истечении там, или порча, допустим, да, такую возможность поменять этим гражданам у нас есть. То есть могут обратиться, поменять старые права на новые, такая возможность у нас есть. Сотрудники Пицунского отдела милиции Управления внутренних дел по Гагарскому району при проведении профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконного подключения к электросети обнаружили и изъяли 14 аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование было складировано в подсобном помещении частного домовладения номер 1 по улице Пушкина в селе Алахадзе и на момент проверки не работало. Владелец аппаратов Янукян Армен Варужевич, проживающий по тому же адресу.
У двоих жителей Булрыбского района изъято наркотическое средство. Далее оперативная съемка МВД. Незаконное приобретение и хранение наркотического средства вменяется жителю Булрыбского района Джинджоле Иналу Мирьяновичу, 1995 года рождения. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, расследует группа дознания Булрыбского РОВД. Запрещенное вещество, как установлено экспертами, каннабис, изъяли у гражданина Джинджоле сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в селе Булрыбш. Аналогичный наркотик, но в крупном размере, был изъят у жителя села Мачара Тополян Руслана Минасовича, 1989 года рождения. Сверток с каннабисом мужчина хранил при себе и добровольно выдал в ходе личного досмотра сотрудникам уголовного розыска ОВД по Гудаутскому району и Новоафонской милиции, будучи задержанным в городе Новый Афон. В отношении последнего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, расследование которого проводит орган предварительного следствия районного отдела внутренних дел. Почти 1700 тонн хамсы выловлено в осенне-зимнюю путину за прошлый год и неполный месяц нынешнего года в Абхазии, сообщает Апснепресс. Утвержденные Кабинетом министров квоты на вылов хамсы составляют 25 тысяч тонн до 1 мая текущего года. Однако специалисты прогнозируют, что объем вылова хамсы в этом сезоне будет значительно меньше, чем обычно. За пользование водными биологическими ресурсами в сезон в казну уже поступило 6 миллионов 400 тысяч рублей. В прошлом году приблизительно за тот же период бюджет пополнился на 16 миллионов рублей. Надо отметить, что это предоплата размером 30%. Плата за тонну хамсы для предприятий, как и в предыдущую путину, за последние 2 года составляет 2000 рублей. Новая порода абхазского голубя, гривастый чернохвостый голубь, заняла призовое место на международной выставке голубей в Москве. За добрый нрав и обворожительный внешний вид. В мероприятии приняли участие 3 пары абхазских голубей. И это первое участие отечественных голубеводов в такого рода мероприятии. Все подробности в репортаже Ади Цисагария. По приглашению российских коллег директор клуба голубеводов Абхазии Роланд Гамгия поехал на международную выставку голубей в Москву с 3 парами голубей. В выставке приняла участие и новая сертифицированная абхазская порода голубя. Буквально вчера я приехал с Москвы, нас пригласили на международную выставку голубей. Наша абхазская порода выиграла 1 место. Мы взяли места, мы с Абхазии повезли 3 пары голубей абхазской породы. Мой друг в Воронеже имел тоже абхазскую породу. В случае чего вдруг у нас здесь от болезни они, если умрут, что в Воронеже сохранилось, мы как-то постраховались. И он взял 7 пар голубей. И он выиграл 1 места. Ну, одним словом, вот на выставке наши голуби были самые лучшие, можно сказать. В общей сложности на сегодняшний день выведено 20 пар абхазской породы голубей, еще 15 пар голубей разных пород. Инициативу по выведению абхазской породы данной птицы поддержал селекционер Александр Крикалов. Мне было интересно именно, чтобы была абхазская порода голубей, потому что есть голуби всех как его, стран и так далее, арабские есть, узбекские породы. Почему бы не должно быть абхазская порода? Вот так мы решили, не знаю, с моими друзьями, близкими. И мы вот, инициатива у нас появилась создать новую породу голубей. Есть такой селекционер Саша Крикалов, он живет в Новороссийске, он равных селекционеров нету на сегодняшний день в России. Мы к нему обратились, он нас поддержал. И мы 15 дней занимаемся выведением новой породы голубей. И с Божьей помощью так получилось, что к 30-летию Дня Победы у нас уже была абхазская порода, сертифицирована, все как полагается. Роланд Гамгия уже более 32 лет разводит голубей не ради бизнеса. Голубь – единственная домашняя птица, которую разводят не на убой. У голубятников другая цель, и в этом смысле они получают от своих птиц в разы больше тепла и любви. Когда еще ребенком был, я как-то, вот не знаю, любовь к голубям появилась, возил их в деревню, в Челову, там в опаске, красил их как попугаев и так отпускал по городу Сухум. И все сухумчане узнавали, что это мои голуби. И потом вот после войны как-то у меня
тяга к этим птицам появилась. Я на сегодняшний день имею около 15 разной породы голубей. По словам Роланда Гамге, построенный голубятник в Сухумском лицее-интернате символизирует память о погибших детях в Отечественной войне народа Абхазии. Много детей погибло. На сегодняшний день даже у нас в государстве полный список не имеет детей. Имеют только вот на вертолете, которые погибли. И мы вот в память детей, вон там даже мы капсулу памяти заложили. Вон там вот видите, там через 50 лет будущее поколение открывает. И мы пожелания вот оставили детям. Дети с удовольствием, значит, с любовью относятся к голубям. Да и не только к голубям. Я же вижу, значит, это такое подспорье, скажем так, для подрастающего поколения, любовь к природе, к животным. Голуби считались священными птицами, вестниками богов. Именно поэтому их считают символом мира. Такое решение было официально принято в 1949 году на Всемирном конгрессе мира в Париже и Праге. Любовь детей к пернатым особенная, дружелюбная и теплая. Я очень сильно люблю голубей, и когда я хожу по городу, смотрю, что везде, где голуби есть, мне интересно, как они живут, что они делают. И вот здесь, когда я узнал, что здесь будут строить голубятник, я с радостью думал, что буду помогать директору, буду за голубями ухаживать и смотреть, что с ним, как они живут, да. Мы кормим кукурузой и семечками. Я хочу стать, главным директором голубятника, поступить на ветеринара. Для расширения голубеводства в нашей стране выделены вольеры в Сухумском обезьяньем питомнике. Директор питомника Миквабия Зурабия Сонович, зам Гогия, вот они нас поддержали, они выделили нам вольеры, старые вольеры, они там были обросшие, все, инициатива с их стороны, в нашу сторону очень так поддержали они нас, и мы на сегодняшний день чистим эту территорию, и там хотим мы создать вот типа юного натуралиста для детей, чтобы дети с животными, связь с животными у них была, чтобы занималась. Там будут у нас в планах такие все виды голубей в мире, что есть, чтобы там они присутствовали, и птиц, чтобы заодно и отдыхающие, чтобы смотрели, как-то вот посещали это питомников. В планах у директора клуба голубевода в Абхазии Роланда Гамге провести в Абхазии масштабную международную выставку голубей. Надица Сагария, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью дождь, туман, в воскресенье без осадков. В горах снег, температура воздуха ночью +2, +7, днем +8, 13 градусов. Температура морской воды +10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.